На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Самолет Б-200 и вертолет Ми-8 МЧС России продолжают тушение пожара в высокогорной Абхазии. С утра 18 ноября работы велись в районе Старой Гагры и Холодной речки. Воду для тушения крылатой машины забирают из моря и горных озер. Ми-8 способен сбросить на место пожара за один заход до 5 тонн воды, Б-200 до 12 тонн. Однако сильная задымленность территории возгорания и практически нулевая видимость по-прежнему крайне осложняют работу спасателей. Нала Кове продолжит тему. Несмотря на совместные усилия абхазских и российских спасателей, в горных лесах Абхазии продолжают полыхать пожары. А аномально сухая и теплая для осени погода, установившаяся в последние дни, лишь усугубляет ситуацию, способствуя расширению площади лесных пожаров. Первые очаги возгораний были обнаружены 10 ноября на Сухумском перевале. Своими силами локализовать пожар МЧС Абхазии не удалось, так как очаги возгорания расположены в труднодоступных местах, где необходима специальная авиация. По запросу МЧС Абхазии из России прибыл вертолет Ми-8, а также самолет Б-200 «Амфибия» вместимостью 12 тонн воды. Заправка воздушного судна производится на море, затем самолет направляется к очагам возгорания и сбрасывает воду. Сейчас в основном это Гагринский район, Сухумский, Гудаутский район, это район Псху, на перевале. Сегодня мы работали с утра, Холодная речка. Там работает вертолет. Мы попытались с моря набрать воду, с трудом, потому что волнение. Вертолет без проблем набирает воду с моря, а на самолете есть сложности. В аэропорту мы дозаправились. Сейчас самолет работает в районе Двуречья. И вот Сухумский район, хотим отсюда начать. И сколько будем успевать, столько будут они. Будут работать столько, сколько нужно, и для нас нет никаких ограничений. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее потушить очаги возгораний. Но из-за плохой видимости говорить о каких-либо конкретных сроках полной ликвидации пожара пока не приходится. Радует, что из-за отсутствия сильного ветра горят не деревья, а сухие листья и подлесок. В последние дни близлежащие к району пожара города и села окутал дым, что стало причиной тревоги местных жителей. Как заверяют специалисты, никаких угроз дым не представляет. Клубы дыма от лесных пожаров накрыли ряд городов Абхазии, как отчетливо видно за моей спиной, и столицу республики Сухум. В воздухе витает специфический запах, однако специалисты утверждают, что нет причин для тревоги. Смог будет держаться на достаточно высоком уровне и видимости на дорогах не помешает. По основной версии, причиной возгораний стал человеческий фактор. Во избежание возникновения пожара в МЧС Абхазии настоятельно рекомендует соблюдать правила поведения в лесу, согласно которым категорически запрещается бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки, разводить костер в густых зарослях под низко свисающими кронами деревьев, оставлять в лесу самовозгораемый материал, тряпку и ветошь, пропитанные маслом или бензином. Нельзя оставлять стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность, выжигать сухую траву, разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. Конечно, просьба ко всем жителям Абхазии, туристам, чтобы они не оставляли непотушенные костры, были очень внимательны и серьезно отнеслись бы к природе, потому что кто-то неосторожно, кому-то просто так от безразличия. Вот к чему. Это большие затраты, мы еще не подсчитываем, насколько это затратно, потому что, да, судно дали наши коллеги, но мы их заправляем, а расход топлива огромный. В день мы тратим около 10 тонн. И поэтому это все очень накладно. Лесные пожары не только уничтожают деревья и кустарники, но и снижают защитные свойства леса. Уничтожается фауна, сооружения, а в отдельных случаях и населенные пункты. Кроме того, лесной пожар представляет серьезную опасность для людей и сельскохозяйственных животных. Согласно мировой пожарной статистике, ежегодно в мире возникает 7-8 миллионов пожаров, при которых погибает примерно 85-90 тысяч человек. Наш долг – сохранить и беречь природу, ведь последствия безответственного отношения к ней могут быть необратимыми. Нала Кове, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Сотрудники медуправления МЧС Абхазии эвакуировали из Которского ущелья на вертолете Ми-2 пострадавшую из села Ажара. Женщина 1951 года рождения с переломом шейки бедра была доставлена в центральную районную больницу города Гау. Атанур Акусба, возглавлявший Федерацию абхазских культурных центров, вновь избран ее председателем на состоявшемся 16 ноября в городе Адапазар 6-м съезде Федерации абхазских культурных центров. На сегодняшний день в Турции работают 17 абхазских культурных центров дернеков, которые располагаются в различных районах страны, где компактно проживают представители абхазской диаспоры. С 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге проходил 8-й международный культурный форум, объединивший на своей площадке тысячи экспертов и профессиональных деятелей культуры со всего мира, в том числе из Абхазии. На брифинге в Минкульте подвели итоги участия абхазской делегации в этом престижном культурном мероприятии. Репортаж Алики Трапш. 8-й международный Санкт-Петербургский культурный форум вновь объединил десятки тысяч участников из 96 стран мира, экспертов в области культуры, выдающихся артистов театра и оперы, именитых музыкантов и режиссеров, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. И вот уже 6-й год подряд в этом форуме принимала участие и делегация Республики Абхазия. Данная площадка уникальна, поскольку здесь обсуждаются самые актуальные темы в области культуры и даются старты новым проектам, отметила министр культуры Эльвира Арсаля, подводя итоги прошедшего мероприятия. Общение, встречи в самом разном формате, они, конечно, дают нам возможность участвовать в тех мероприятиях, где сегодня говорят о глобальной мировой повестке в культурном мире. Тема этого форума, она была очень интересная, как сохранить культурный код в условиях глобализации. Тема эта оказалась актуальна практически для всех стран-участников, потому что меняется работа и механизмы работы институтов культуры. И, конечно, очень многие думают о том, как адаптировать имеющийся опыт. В рамках международного форума министры культуры Абхазии и России подписали программу сотрудничества на 2020-2022 годы и план сотрудничества на 2020 год. Подписание данного соглашения станет определяющим в развитии культурных связей между двумя странами. Что дает нам программа сотрудничества? Она дает возможность прямого взаимодействия учреждений культуры, творческих организаций, независимых проектов, которые получают поддержку, реализацию проектов на самом высоком уровне, если они, естественно, ссылаются на основные положения этой программы. Что дает нам план сотрудничества 2020 года? Что нового произойдет? Каждый год мы основной компонент сохраняем. Наш приоритет, конечно, это сохранение историко-культурного наследия. У нас на будущий год стоит конференция. Также по линии федеральной гастролей к нам в Абхазию приедет театр. О том, какой театр и какие коллективы, мы сможем сказать уже, когда наш план получит такое вот практическое продолжение уже в 2020 году. Эльвира Арсалия также отметила, что в рамках плана сотрудничества запланированы мастер-классы и семинары для учащихся художественной и музыкальной школ. Кроме того, участниками культурных сезонов станут и работники библиотек. Также в будущем году планируется провести выставку работ абхазских художников и фотографов в Москве или Санкт-Петербурге. Исполняющий обязанности замминистра культуры Батал Кубахи отметил, что каждый год на Международном культурном форуме поднимаются очень интересные и актуальные вопросы в области культуры. Обсуждались вопросы контента, глобализации, культурных кодов, какие культурные коды есть. И речь идет о том, как сохранить свое национальное достояние, как сохранить свою идентичность, но при этом быть привлекательным для других, и как взаимодействовать, и какие есть страхи, опасения. Я думаю, что нам было бы тоже очень интересно эти темы дискуссии сделать в Абхазии, потому что у нас всегда есть озабоченность сохранением нашего культурного кода. Но для чего его сохранять?
Сохранение культурного кода должно приносить пользу и должно укреплять наши позиции и силы. В рамках форума абхазская делегация также приняла участие в дискуссии «Голос искусства в медиапространстве», где обсуждались проблемы формирования и изменения массового спроса на информацию о культуре, а также способы популяризации искусства в СМИ. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошел благотворительный концерт обладателя ордена Ахтябша 3-й степени ансамбля народной песни и танца «Эрцаху». Мероприятие, организованное при поддержке Министерства культуры, проводилось в поддержку подопечной культурно-благотворительного фонда Ашана Сабины Пачули, которой необходима дорогостоящая операция. О том, как прошел концерт и сколько средств от продажи билетов удалось выручить, расскажет Гугут Савардания. Старинно-осетинский, абхазский, княжеский, цабалский, горский, постановки из нарского эпоса. Эти и другие красочные номера были представлены артистами ансамбля народной песни и танца «Эрцаху». В зале госфилармонии собрались несколько сотен зрителей, каждый из которых стал маленькой частичкой большого доброго дела. По инициативе художественного руководителя ансамбля песни и танца «Эрцаху» сегодня в Государственной филармонии проведен благотворительный концерт. Он организован в поддержку подопечной Пачули Сабины, которой сколиоз 4-й степени. Все вырученные средства с проведенного концерта будут отправлены на лечение. Идея проведения благотворительного концерта возникла у заслуженного артиста Абхазии и Южной Осетии Вианора Логуа давно. Однако из-за плотного гастрольного графика организовать концерт удалось только сейчас. Артисты ансамбля «Эрцаху» отмечают, что такие мероприятия важны и их необходимо проводить чаще. Мне кажется, если каждый человек проявит свое умение, если мы все объединимся и поможем хоть одному человеку, хоть одному ребенку, это нам зачтется. Такие мероприятия только укрепляют дух единства. Мне кажется, их должно быть больше. И не только танцевальные концерты, но и всевозможные творческие вечера, которые помогут спасти хотя бы одну человеческую жизнь. Было очень приятно принимать участие в таком добром деле. Выступали на сцене с очень большой ответственностью, от души. В рамках концертной программы артистами были также исполнены абхазские фольклорные произведения, а солисты ансамбля впервые показали композицию под названием «Ритмы Кавказа». Среди зрителей было много детей. На них концертная программа произвела особое впечатление. Очень сильно хочу выразить большую благодарность фонду Ашана за то, что они помогают людям и детям в лечении. Мы приняли участие. Очень рады, что мы смогли сделать вот такой, можно сказать, подарок детям, которые нуждаются в этом. Мне очень понравилось. И, во-первых, очень было синхронно, очень ярко, эффектно. Они произвели приятное впечатление. Я из 3-й школы, из 6 А класса. Мы сюда пришли почти со всем классом, только не хватает 2-3 человека. Конечно, было бы очень хорошо, если бы они тоже были. Думаю, им тоже понравится. Мне очень сильно понравился концерт, особенно как танцевали. Я это еще понимала, так как я хожу на танцы, и мне было аж хотелось пойти самой станцевать на сцене. В этот же день главной акцией фонда «Спасем жизнь вместе» исполнилось 8 лет. За эти годы организацией проделана колоссальная работа. Собрано более 56 миллионов рублей, оплачено более 330 курсов лечения, вылечено 220 тяжело больных детей. Я хочу выразить огромную благодарность фонду Ашана, то, что вообще они существуют, так как это такая организация, которая поможет не всем, конечно, во всем мире людям, но маленькой частичкой больных деток. Выручка от продажи билетов в помощь подопечной фонда Ашана Сабины Пачули составила 100 тысяч рублей. Однако это всего лишь малая часть суммы, которую нужно собрать. Девочке необходима срочная операция, стоимость которой 700 тысяч рублей. Гугут Савардания, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.
О спорте. Абхазские спортсмены Энри Агрба и Тамас Тарба стали серебряным и бронзовым призерами 11-го Кубка мира по полноконтактному рукопашному бою, который проходил 16 и 17 ноября в Кисловодске. Энри Агрба в финале уступил российскому борцу и тем самым не смог защитить титул чемпиона мира. Напомним, что Энри Агрба был чемпионом данного турнира в прошлом году, а Тамас Тарба впервые представлял Абхазию на таком масштабном мероприятии. Гудаутская Рица стала обладателем Кубка Победы, который проходил в Абхазии с 10 октября по 18 ноября. Всего в турнире приняли участие 4 команды: Гудаутская Рица, Гагрская Гагра, Сухумский Нарт и Динамо. Лучшим игроком был признан Виктор Пимпя из футбольной команды Рица. Лучшим бомбардиром Марат Агрба, тоже из Рицы, который забил в турнире 6 голов. Несмотря на то, что в природе зеленые краски уже почти сменились на оранжево-золотые, с деревьев начали падать листья. В Абхазии все еще солнечно и тепло. Является ли такая погода аномальной для нашего региона и как долго она сохранится в республике, узнавала Эсма Гуланце. По календарю приближается зима, однако в Абхазии стоит необычайно теплая и сухая погода. На набережной Сухума много прогуливающихся. Летние веранды по-прежнему заполнены посетителями. Жители и гости Абхазии очень надеются, что такая погода продлится как можно дольше. Родители не упускают возможности лишний раз погреться на солнышке и выходят с детьми на прогулку. А кто-то предпочитает слушать шум волн и наслаждаться не по-осеннему ласковым солнцем в одиночестве. Особенно радуются теплой погоде туристы, которые с удовольствием осматривают местные достопримечательности и любуются красочными пейзажами. Мы приехали сегодня, приехали из Сочи, проживаем в городе Сочи. Погода шикарная. Погода позволила нам прям полноценно отдохнуть, сходить в монастырь, подняться в келью Симона Канонита, погулять здесь по шикарной набережной Сухума. Сейчас еще куда-нибудь мы поедем, успеем съездить, не знаю, куда, посмотрим. Синоптики Абхазии также отмечают, что осень проходит практически без осадков и с небольшими отклонениями от температурной нормы. С первых чисел ноября на Абхазию оказывают влияние теплые воздушные массы, которые делают погоду в республике такой комфортной. По всем синоптическим процессам, которые протекали на территории Абхазии в течение всех 3 месяцев, включая даже ноября, мы уже можем сказать о 2 декадах, самые максимальные температуры воздуха в первой декаде, например, октября, достигали 32,2 градуса, в ноябре 26,4. Это считается аномально теплой осенью. То, что касается среднемесячной температуры, которая составляла 15,4 градуса, что считается выше нормы, климатической нормы на 3-4 градуса. Однако, по словам метеорологов, бабье лето в Абхазии сохранится недолго, примерно до 20-21 ноября. После этого синоптики прогнозируют небольшое похолодание и кратковременные дожди. На Черноморском побережье в течение с понедельника по субботу, включительно до среды, на нас будет оказывать влияние теплая воздушная масса 52 из-за гипса, вынос, но он менее уже активизирующий. И к нам будут поступать холодные затоки. И мы будем находиться на северо-западной окраине антициклона, что вызовет чуть-чуть ухудшение погоды, и по Черноморскому побережью Абхазии возможны кратковременные дожди. То, что касается температуры, дневных температур, они понизятся, и температурный режим отметки будут достигать до 10-15 всего лишь, а ночные 2-7. Экологи Абхазии говорят, что такая теплая осень – естественное явление, которое случается раз в 15-20 лет. Однако есть опасения, что из-за высоких температур зимой может выпасть мало осадков, а это приведет к снижению уровня рек и засушливому лету. В связи с этим потеплением возникли резкие контрасты очень. По осадкам, например, 2016 год выпало 2 нормы осадков именно в это время, в октябре, в ноябре. А сейчас их нету, месяц почти. Вот такой контраст резкий, он именно связан с глобальным потеплением. Это естественный процесс. Причем его цикл, он может быть и 10 тысяч лет, не в 10 тысяч лет один раз. Но сейчас самое главное, что ничего сверхъестественного, небывалого в этом нет.
были вот периоды осени гораздо теплее, чем сейчас. Хорошая солнечная погода побалует нас еще несколько дней, а это значит, что жители и гости Абхазии смогут успеть насладиться ею. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Таким образом, по сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 12-17. Температура морской воды плюс 18 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.